Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Республика осваивает новые недра. Айсен Николаев провел рабочую встречу с акционерами угольной компании «Элси». Качество, многозадачность и уникальные возможности. Андрей Федотов, постоянный представитель республики при президенте страны, ознакомился с обмундированием для участников СВО. «Единая страна. Доступная среда». В Нерюнгринском районе реализуется проект на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. Тренды маркетинга и инструменты продвижения бизнеса обсудили на форуме предпринимателей в Якутии. В республике завершился первый форум предпринимателей. Гастроли, премьеры, живая музыка. Амурский театр прибыл в Якутск с 8 спектаклями. Айсен Николаев провел рабочую встречу с акционерами угольной компании «Элси» Альбертом Авдаляном и Александром Исаевым. Особое внимание стороны уделили вопросам развития Ильгинского угольного комплекса. Для этого компания реализуются проекты по вводу новых горнообогатительных фабрик и строительству Тихоокеанской железной дороги, которая позволит связать производственный комплекс в Якутии со строящимся на побережье Охотского моря портом Эльга. На сегодняшний день более 200 километров пути уже построены, инвестором разработана и реализуется стратегия развития поселения при Эльгинском месторождении, в котором планируется обеспечить условия для проживания 25 тысяч человек. Кроме того, до конца этого года здесь запланирован ввод в эксплуатацию собственного аэропортового комплекса. В Москве прошло заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра «Север», где принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что научно-образовательный центр выполнил все качественные показатели за 2022 год за счет разработанных технологий, патентов и научных публикаций и улучшил данные предшествующего года более чем в 2 раза. А по социально-экономическим показателям НОТ-Север вошел в топовую четверку всех центров мирового уровня. В 2022 году центр запустил 70 технологий. Например, одна из них связана с бактериями нефтесорбентов, которые пожирают нефтяные отходы. Бактерию уже начнут применять в Булунском районе на судне «Днепр» в ближайшие дни. Задач у НОТ-Север на этот год тоже много. В следующем году мы перестроим программу 25-30 годов на 2 блока – отраслевой и региональный. В отраслевой блок будут включаться проекты национального масштаба и общих сквозных тематик НОТС. Данные проекты должны позволить перейти на новый уровень конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий, новых отраслей, технологического обновления традиционных для России отраслей экономики, увеличения доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. В региональный блок должны также войти проекты, необходимые для пространственного развития наших регионов. Важно не бояться рисковать, брать совершенно авантюрные, невероятные, может быть, проекты, которые могут оказать большое влияние. Так, например, сейчас мы работаем над дирижаблями, которые смогут осуществлять грузоперевозки. Очень разные отношения в северных регионах по отношению к ним, но это не мешает нашему энтузиазму в разработке данных проектов, и мы искренне верим, что получим уже первые образцы дирижаблей-однотонников в 2024 году. Работы по поиску 3 мужчин, пропавших в Намском районе, не прекращаются. Поисковые работы проводятся как наземными группами, так и в акватории реки. Уже осмотрены местности Рылах, острова и протоки. Сегодня, 22 сентября, запланирован осмотр территории от острова Тайменный до поселка Сангар. Также спасатели обследуют протоки с помощью гидролокатора бокового обзора. Всего задействовано 37 человек, 9 плавсредств и 2 беспилотника. Правительство страны подписало постановление о назначении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, без подачи заявления. Ранее Минтруд объяснил, что участники СВО смогут получать выплаты сразу со дня признания ветеранам боевых действий без необходимости обращаться с заявлением в службы. Раньше для назначения выплаты ветеранам боевых действий необходимо было подавать заявление онлайн через портал госуслуг, либо лично в отделении соцфонда и в МФЦ, или отправить Почтой России.
Качество, многозадачность и уникальные возможности. Андрей Федотов, постоянный представитель республики при президенте страны, осмотрел различные изделия, вездеходы, беспилотники, антитепловизорные костюмы и другие механизмы для участников СВО. По его словам, якутские компании, производящие военное оборудование, стремительно развиваются и уже готовы к серийному производству. Подробности в нашем следующем сюжете. Андрей Федотов ознакомился с дополнительными образцами двойного назначения для обеспечения военных подразделений на территории специальной военной операции, представленными резидентами технопарка. Он отметил серьезное продвижение компании «Хатутент» и его готовность стать резидентом эры инновационного технополиса Министерства обороны, занимающимся всеми инновационными разработками. Это также имеет большое значение и для развития этих компаний уже после победы, после завершения специальной военной операции, потому что здесь отрабатываются технологии, которые, безусловно, будут использованы не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока, арктического региона. Это важно. Котлы, печки, вездеходы, дроны, обмундирование и даже кресло-коляска с электроприводом для раненых в ходе специальной военной операции были представлены технопарком Якутия. Образцы известные, но отличаются от своих предшественников большим списком уникальных возможностей и работоспособностью при низких температурах для более эффективной и безопасной деятельности военнослужащих. Конечно же, это нужно дорабатывать наши уже изделия, которые мы до этого поставляли в зону СВО. Резиденты получили обратную связь от Александра Ивановича, он передал какие-то новости там, которые отзывы уже поступили. И будем по этим отзывам сейчас дорабатывать эти изделия, чтобы они еще более эффективно применялись в зоне специальной военной операции. Ведется тесная работа с управлением инновационных разработок, военными институтами и вооруженными силами для наиболее эффективной доработки образцов. При изготовлении компаниями используется высокотехнологичное оборудование. Военная продукция Якутии близка к тому, чтобы войти в государственный оборонный заказ. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Поможем социализироваться и трудоустроиться. Проект «На вахту-14 РФ» продолжает работы по трудоустройству граждан, исходя из нынешних потребностей на рынке специалистов в промышленные, строительные и производственные компании. По последним данным, более 2000 человек нашли работу, 90% всего процесса проходит дистанционно, чтобы жители республики смогли пройти обучение и собеседование из своих родных сел и городов. По окончанию подготовки представители проекта помогут с проездом к месту работы, прохождением медосмотра и любыми возникшими затруднительными ситуациями. Вот сейчас у нас появилась мощная поддержка единого координационного центра в лице Андрея Сандомировича Федотова. И мы можем помогать нашим землякам, которые возвращаются из зоны СВО, в быстром трудоустройстве и нахождении себя в обществе. Компания «Русбизнес Авто» презентовала в Якутске карьерную технику топовых мировых производителей. Уже 30 лет компания успешно ведет продажи спецтехники, грузового транспорта и автобусов. В скором времени филиал «Русбизнес Авто» откроется и в столице республики. О деятельности компании и представленных брендах расскажет Марферина Алексеева. Русбизнес Авто обладает самой широкой филиальной сетью на рынке коммерческого транспорта России. Это более 100 брендов производителей спецтехники и 60 отделов продаж в городах от Сахалина до Мурманска. За 30 лет работы на рынке России компания зарекомендовала себя как профессиональный и надежный партнер. Добиться этого удалось комплексным обеспечиванием и обслуживанием клиентов, начиная от продаж техники до технического, гарантийного и постгарантийного обслуживания. У нас позиция такая, что нет задачи привезти технику и ее продать. Задача полностью предоставить и сервисное обслуживание, и запчасти, и гарантию. То есть мы осуществляем комплексный подход к обслуживанию клиентов. Это наш приоритет. Заявить о себе в Якутии компания решила, презентовав гусеничный экскаватор и фронтальный погрузчик LGCE, а также карьерные самосвалы LGMG, чьим эксклюзивным дистрибьютором и официальным дилером в России является Русбизнес Авто. Это мировые лидеры в своей отрасли, крупнейшие производители строительной техники в Китае. Сегодня Русбизнес Авто – лучший дилер LGMG и занимает 40% доли рынка самосвалов. В Якутии автотехника успешно эксплуатируется в Нерюнгри и Алдане, ведь модели изначально спроектированы для работы в сложных условиях. Русбизнес Авто везет уже с утепленными кабинами, с предпусковым подогревателем двигателя, с обогревом лобовых стекол, то есть все это можно установить, и боковых зеркал. То есть зимний пакет мы стараемся по максимуму, то, что делает завод, готовит, в том числе и в кабинах дополнительные отопители, мы все это устанавливаем.
Преимуществом компании является то, что вся техника и запчасти всегда в наличии в филиалах. Также имеется размещение сервисных механиков на территории клиента вахтовым методом, что обеспечивает круглосуточный ремонт спецтехники. Благодаря именно качественному сервису компания является самым крупным дилером таких производителей, как КАМАЗ и МАЗ. Только за прошлый год Русбизнес-Авто продала 13,5 тысяч единиц техники. Марфелина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Проект «Единая страна. Доступная среда» направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. В Нерюнгринском районе с рабочим визитом побывал координатор проекта Андрей Петров. Подробности в нашем материале. Координатор проекта «Единая страна. Доступная среда» Андрей Петров встретился в Нерюнгри с общественниками, активистами и представителями организаций, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью. Моя оценка, то, что мы находимся в самом начале пути по причине того, что сейчас самое главное, нам необходимо общественности и администрации услышать друг друга и начать работать как единый, то есть часовой механизм, как одна команда. Тогда, то есть результаты по доступной среде, то есть они начнут сдвигаться, ну, как говорится, с данного места. А сейчас в данном случае пока вот друг друга не слышат. Но хочу отметить то, что в Нерюнгринском районе очень сильная инициативная группа, очень сильные общественники. И Нерюнгринскому району очень повезло, то, что они есть. Те, которые желают для того, чтобы улучшить все-таки условия, то есть по доступной среде и маломобильных групп населения. Также прошла встреча с представителями крупных промышленных предприятий для обсуждения исполнения федерального законодательства о квотировании мест для трудоустройства людей с инвалидностью. В рамках визита координатор проекта «Единая страна. Доступная среда» также посетил ряд социальных учреждений в городе Нерюнгри. Сегодня в рамках визита координаторов реализации федерального проекта «Единая страна. Доступная среда» комиссионно был посещен ряд социальных объектов Нерюнгринского района, в рамках которого были выявлены некоторые нюансы, которые необходимо будет устранить для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно, так скажем, получать доступ в данные заведения, учреждения к тем видам услуг, которые они предлагают. Это и медицинские учреждения, образовательные. По итогам визита намечен план мероприятий по повышению эффективности создания безбарьерной среды, содействия в профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии план по заготовке сена выполнен на 99%, заготовлено 458 758 тонн. План по силосу выполнен на 102%, а сенажа также на 99%. Отмечается, что самое ожидаемое поголовье скота и лошадей во всех категориях хозяйств региона составляет свыше 186 тысяч голов. Также продолжаются работы по уборке урожая. Валовый сбор зерна составил 56% от плана, картофеля собрано 79%, овощей 56%. Собрано почти 8 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Ну а в креативном кластере «Квартал труда» завершился форум предпринимателей Якутии «Мой бизнес-2023». За эти 3 дня участники форума посетили различные круглые столы, панельные сессии, дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары от ведущих спикеров. Напомню, что мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Подробности далее. Форум предпринимателей посетило около 1500 участников. На 35 площадках выступили 56 спикеров. У участников форума была насыщенная деловая программа. Самая свежая и полезная информация, лучшие предпринимательские практики и новые деловые знакомства. Предприниматели внесли предложение, чтобы совместно с правительством скорректировать государственную политику и задать правильный вектор развития. Сегодня основное предложение – это, конечно, система налогообложения. Мы во время антисанкционного давления по решению главы Республики Саха-Якутия было принято решение о снижении упрощенной системы налогообложения до 1% по доходам и 5% по доходам и расходам в 2022 году. Сегодня для нас малый бизнес – это не просто налоги, это рабочие места, это социальный блок, о которых мы должны заботиться и создавать максимально благоприятные условия, чтобы бизнес и дальше развивался.
В рамках форума предпринимателей в торговых рядах Кружала проходит 11-я ежегодная межрегиональная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо». Среди участников ярмарки предприниматели и компании как с республики, так и из Москвы, Алтая, Красноярска, Монголии, Узбекистана и Новосибирска. На ярмарке жители республики могут приобрести натуральные продукты, косметику, изделия из верблюжьей шерсти, якутские сувениры, керамику, ножи ручной работы и многое другое. А также свои товары на ярмарке представили участники конкурса «Лучшие товары Якутии» и проекта «Сделано в Якутии». По сравнению с прошлым годом, конечно, да, цены заметно повысились. Это в любом случае и удорожание бензина, ну и вообще в целом в комплексе все подорожало. И, соответственно, цена на товары, естественно, также и дорожает. Но, несмотря на то, что цены поднялись, да, но все-таки предприниматели сами с большим интересом, инициативой идут и участвуют в выставке и предлагают свою продукцию, товары. В выставке у нас более 30 компаний представлено. Они у нас меняются, каждый день идет обновление. Один день одна компания, на второй день приходит другая. То есть и товары у них у всех интересные, меняются. Предпринимательство – это движущая сила экономики республики. Сейчас почти 110 тысяч занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство занимают сильные позиции в Якутии. Благодаря предпринимательству решается такая глобальная проблема, как сокращение количества малоимущих путем трудоустройства, повышение доходов и обеспечением занятости населения. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. В Национальной библиотеке провели лекцию на тему иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева рассказала о пользе вакцинации, которая в свое время буквально спасла человечество от гибели. В сезон ОРВИ эта тема оказалась весьма актуальной. Отметим, уроки главного санитарного врача проходят в рамках лектория «Лаборатория здоровья», который проводится уже не первый раз. Так, минувшей зимой был проведен курс лекций, сегодня уже прошел второй урок второго курса. Третья завершающая лекция планируется в ноябре. Студенты, школьники и все желающие с удовольствием посещают познавательные мероприятия. Любая тема, которая интересна для населения, для молодежи, для студентов, мы такие тематику придумали. Например, сегодня у нас будет тема по вакцинопрофилактике. Вообще, что это, когда зародилась она, какие прививки, вакцины, что такое календарь национальных прививок, зачем нужно вакцинироваться и так далее. Сегодня на эту тему я буду рассказывать. Федеральная налоговая служба запустила сервис, который будет помогать родителям выбирать имя ребенку. Он будет работать на базе единого госреестра записи актов гражданского состояния. Выбрать имя можно будет с использованием различных критериев, а также сгенерировать его случайным образом. При выборе имени можно будет использовать такие критерии, как пол ребенка, наиболее частые сочетания имени и отчества, пожелания к популярности или редкости, а также его первая буква и длина. Ну а в Северо-Восточном федеральном университете сегодня прошел День согласия. Это объединяющее мероприятие, в рамках которого в университете до обеда состоялись единые уроки согласия. Перед студентами выступили авторитетные ученые и преподаватели. Дата строится на концепции доктора философских наук, профессора СВФУ Виктора Михайлова. Это день формирования и утверждения общности, передачи новому поколению студентов уникальных профессиональных и личностно ориентированных знаний и ценностей от профессоров-ветеранов и выдающихся выпускников-практиков, а также от студентов, магистрантов, аспирантов, имеющих значимые достижения. Если наши студенты прямо с первых дней обучения и нахождения в нашем университете не будут знать смысл университета, ценности университета, историю университета, вообще этику поведения в университете, то, конечно, воспитать и подготовить хорошего человека, конечно, будет достаточно трудно. Поэтому у нас такая дата появилась, и мы этому очень рады. Завершился патриотический слет «Юнармия». С 20 по 22 сентября проходил республиканский слет общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие 198 участников из 19 районов и столицы республики. В течение 2 дней юнармейцы состязались друг с другом в различных военно-спортивных дисциплинах. По итогам данного мероприятия первое место занял военно-патриотический клуб «Сокол» Горного района. Второе место – юнармейский отряд «Чурапча» и третье место занял отряд Дома Юнармии. Слет ежегодно проводится с 2016 года и входит в комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. На протяжении слета мы заняли 2-е место по гиревому спорту.
Также была разборка автоматов, строевые элементы с оружием, строевой смотр. В данном смотре, получается, мы принимаем ежегодное почти участие. В прошлом году также мы заняли места по гиревому спорту. Когда видишь, что юноармеец другого района выигрывает, и он превосходит тебя, это намного рождает конкуренцию, во-первых, и не так обидно проигрывать, потому что мы все юноармейцы, дети юноармейских слет. Сегодня на сцене Русского драмтеатра имени Пушкина стартовала программа больших гастролей Амурского областного театра драмы. С гастролями в Якутию театр приезжает второй раз. В 2018 году творческая труппа показала 6 спектаклей. А о том, какая программа ожидает зрителей в этом году, расскажет Марфирина Алексеева. Открывает программу великолепная комедия «Слуга двух господ», написанная знаменитым итальянским драматургом и писателем Карло Гальдини. Но тут же хвостик есть? Ну, значит, точно мой. Это история о ловком слуге Труфальдино, который ради денег работает сразу на двух господ. Характер игривый. Это слуга, который пристроился к двум хозяевам, хочет получать 2 жалования, 2 кормежки, вечно голодный, влюбчивый, за каждой юбкой волочиться. Очень изобретательный при этом, очень изобретательный. В этот раз программа составлена таким образом, чтобы зрители смогли легко переместиться из солнечной Италии в не менее солнечный древний узбекский город Бухару, окунуться в жизнь английского клерка, побывать во французском особняке и насладиться яркими красками российской глубинки времен драматурга Александра Островского, а также проникновенная сага о любви Ромео и Джульетта с эксклюзивными сценическими решениями. Стоит отметить, что все декорации родные привезены из Амурского театра 2 фурами. Это несколько больших кубов, на которых происходит все действие и на которых умирает Джульетта и Ромео. Прием сценографический очень интересный. Надо прийти просто и увидеть это. Я такого Ромео и Джульетты не видала. И там еще принцесса снов, принцесса Мэй. Потому что наш главный режиссер, когда собирался ставить эту постановку, он перечитал несколько переводов оригинала. И некоторые персонажи, которые не входили потом в фильм куда-то. Вот у нас в театральном проекте есть. Не забыли и о самых юных зрителях. Для детей из семейного просмотра амурские артисты привезли 2 ярких спектакля «Тайна Лебединого озера» и «Щелкунчик». «Лебединое озеро». История просто раскрывается немного более современно, что ли. Ну, не то, что современно, а она просто немножко, как дети любят, такая компьютерная, в стилистике таких компьютерных игр, экшен-игр она создана. Я думаю, понравится детям. Почему? Должны посмотреть. По крайней мере, амурские дети уважают, по несколько раз ходят. Это такие достаточно топовые спектакли в детском репертуаре нашего театра. Порадует якутского зрителя и похождения Ходжина Средина. Это веселый музыкальный спектакль рассказывает о последней любви мудрого и неунывающего героя восточного фольклора. Гастроли Амурского театра продлятся до 1 октября. При покупке билетов действует пушкинская карта. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. 25 мая Госдума приняла в 3-м окончательном чтении поправки в статьи 44 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, которые меняют правила выбора управляющей компании в многоквартирном доме. Поправки вступают в силу с 1 сентября и касаются требований к присутствию на собрании жильцов, где голосуют за управляющие компании. Жители дома по улице Октябрьская, 34 в Томуте негодуют. Многострадальный дом меняет управляющая компания как перчатки. Но проблемы от этого не только не решаются, но и прибавляются. На улице наступают ночные заморозки. Кто виноват в беде проживающих в этой двухэтажке, предстоит разобраться. У всех своя правда. Только страдает от нее 16 семей. В этом доме живу с 2008 года. Общая проблема нашего дома – это канализация. Потому что все течет нам под дом. Обращались мы 7 сентября к Самарскому Александру Сергеевичу. Обращалась я не одна, обращалась жительница этого же дома Сказулиной Натальей. Вечером 7-го мы договорились, что он приедет вместе с генеральным директором Домстройкома, которому якобы наш дом был передан. Но приехали в назначенное время, посмотрели. Ткачев Александр пообещал, что все устранит, но по сей день авось ныне там. Ничего не устранено. Как бежало все, так и бежит все под дом. В
квартире у меня полный подпол фекалий, дышать невозможно. Промежуточный колодец тоже полный. И во втором подъезде также все бежит под первую квартиру. Вот моя 10-я квартира, в которой я живу с 2008 года. Вот, пожалуйста, у меня подпол. Но его сейчас уже подполом не назовешь, потому что там скопление фекалий. Вот 7 числа мы вызывали здесь всех, Самарского вызывали, Ткачева вызывали, они приезжали вот по этой проблеме. Они посмотрели, сказали, всех отправят. В тот подъезд на следующий день приехал рабочий, сделал, а сюда они до сих пор никого не отправляли. Потом я сама где-то через 2 или 3 дня я ему позвонила, он сказал, что от вашего дома все, мы отказались. По инициативе собственников дома, находящегося по адресу Октябрьская, 34, протоколом общего собрания дом перешел в управляющую компанию РЭС. Специалистами нашей компании были проведены обследования данного дома, которые выявили, что коммуникации требуют капитального ремонта. Середина сентября. Ночами температура на улице понижается уже ниже нуля. А у жителей дома по улице Октябрьская, 34, до сих пор не проведены работы, приводящие дом в режим допустимой эксплуатации. Жители дома обратились к городским депутатам за помощью, также готовят документы для подачи в суд. Роман Сливкин, Виолетта Сыроветник, Ренат Нахиев, Томот. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.